Ну, благо у Сереги машина здоровая. Все влезло. И хорошо, что 23 килограмма только разрешают. Так бы, наверное, полкоми республики сюда привез. А там вот красавела. Это Чак, знакомьтесь. Нам вчера было ровно 4 месяца. Ого. Крупный вырастет, да? Наверное. Моему 16, моей год будет в декабре, но моя мелкая. Так что как-то вот так вот. Видите? Где настало, ну, Да? вперед. Да. Куда? Ты туда или сюда? Да без разницы. Знакомься. Тут вот ребята, друзья у меня тут хорошие. Знакомься. Здравствуй. Дай лапу. Лапу дай, Чака. Молодец, молодец. Все. Сейчас знакомиться. Джесси пахнет, да? Девочкой пахнет. Нормально все. Все. Ух, что-то не понравилось. Да он жрать хочет, блядь, я тоже. Так. А я еще подумал, как его дома-то оставить. Да и никак не Это оставить. вулкан, да, сразу? Да, Каявский, ну это Валкявский вулкан. Действующий? Нет? А, Чак, иди на место. Не действует? Нет, он не погасший. Это самое надежное. 20-го года. Чака. Я смотрю. Вроде прошел. Ну все облизал. Всего. Чака. Чака, иди сядь на место. Нравится ему спереди, есть я. Ну он впереди привык спокойно ездить. Иди назад, он посмотрит, смотри. Успокоится. О, даже русская машина есть. Есть, попадается. Лада Гранта. Все, не лежись на тебя. Да. 21 регион. Ну что, вот и первое наше пристанище. Растянули палаточку. Вот такая вот палаточка у нас двухкомнатная. Двушка, да, Сань? Двушка ведь, да? Вот такая вот двушечка. 2 телевизора. Все чики-пуки. Сейчас немножко передохнем. Сходим в камчатский магазин. Глянем, что да как.
Так, ну-ка, что это? Ага, вот. Вот сюда можно повесить. В общем, в этой палатке есть все необходимое для проживания. Вот такая вот кухонька. Холодильничек даже есть. Только рыбы нет почему-то. Холодильник включенный, а пустой. С маслом. Да, микроволновочка. В общем, все есть необходимое для проживания. Как-то вот так. Сегодня мы здесь остаемся до утра, отдохнем, переночуем, потому что народ в самолете спит, у меня поспать не получилось. В поезде тоже толком не спали, до поезда тоже толком не спали. Ну, поездик морнул немножко, правда. Так что просто от усталости глаза закрываются. Серега тоже на ночь глядя не стал никуда выезжать. В общем, Сергей с Леной на одной хате ночуют. Мы с Саньком здесь. Но вечерком хотели прийти в гости, так что до вечера. Так, ну что, дискотека начинается. Сходили мы по камчатским, друзья, магазинам. Не взял с собой камеру почему-то. Я думал, все так же, как и у нас. Не, най-най. Все цены приятно удивили. Оказывается, чем дальше от Москвы, тем выше цены. Бензин дороже на 10 рублей. И в связи с тем, что здесь нет железной дороги, ценники, конечно, ну, помидоры, вот, допустим, 600 рублей, огурцы там 500, 700, вот, огурцы, помидоры 600-700 рублей. Хлеб 80 рублей, да, где-то 70-80 рублей хлеб. Колбаса наша, сало наше. Да, все, что привезли. Морс, вот такой вот морс где-то 180, да, что ли? Вот Да, такой. почти 200. Так что нормальные ценники такие. Вот пачка пельменей, не помню, вот взяли где-то. Что-то не помню. Слушай, а луковица где? Луковица. В общем, цены нормальные, скажем так. Позвонил Сереге, говорит, кое-какие дела еще, это где-то через часик подъедет. Ну а мы попробуем вот эту минеральную воду. Ессентуки. Говорят, ничего, нормальная водичка такая. Без газов. Без газов, да. Санек вот привез, говорит, сам делаю водичку такую вот Ессентуки. Ну что, будем снимать пробу. На Камчатке я еще не ел и не пил, друзья. Надо начинать. Ну вот и все готово. Камчатская избушечка с камчатскими свечками. Московская еда с московским напитком. Время. Что-то камчатское, что-то московское. Давай, Саш, выпьем за знакомство, за встречу. Видишь, ты с Москвы, я с Республики Коми, объединила нас, получается, Камчатка. Нет хозяев этого региона, замечательного, кстати. Только снаружи я еще посмотрел, еще внутрь Камчатки еще не заходил, можно так сказать, а мне уже понравилось. Думаю, чем дальше будем вглубь идти, чем дальше в лес, тем больше дров, да. Впереди нас ждет рыбалка, какая бы она ни была, там, клевая, не клевая, она уже будет клевая, потому что мы здесь. Какая здесь рыбалка, я наслышан, видел, как Серега рыбу ловит. Ну, дай бог что-нибудь и мы поймаем. Такой рыбы я еще не ловил за 50 лет. Давай, Саша, знакомство будем. Мороженое было бы повкуснее чуть-чуть. Сало-то не успело замерзнуть. Ну, сало вкусное. Разрешалось бы везти в багаже побольше. Можно было привезти и картошку свою, и овощи свои. И огурцы, и помидоры. Пусть бы это тащил, Маринады. кого-то бы попросил помочь и
Мне и так помогли, считаю, вот у меня сумка тяжелая была. Спасибо Виктору, Капучик. Виктор сказал, что будет смотреть, так что Виктор огромное и спасибо, благодарность, он тоже едет на вахту, на работу. Куда-то тоже, в Братск, получается. Привет Братску, город Братск, это у нас Сибирь, да, вроде? Что-то такое, Амурская или Амур, или Сибирь, что-то, ну здесь, на востоке тоже. Вот. Едет на работу, он с другого аэропорта. Так бы, если бы в моем рейсе, вообще бы замечательно было, считай. В поезде познакомился. Женщина была, Татьяна, и вот Виктор. Втроем в купе ехали, считай. Познакомились, разговорились, общались. Время вообще замечательно провели. Я думал, буду спать или в компьютере. Нифига подобного, считай. Легли поздно, ля-ля-ля-ля-ля. У каждого свои истории. Выходили с поезда, как будто мы уже знакомы, я не знаю, лет, ну слушайте, там, лет 20-30 знакомы, как будто уже закипает вода, закидываем пельмешки. Будем варить пельмешки и ждать хозяев. Называется. Бульмени. Приедут Серега с Леной. Как-нибудь, что-нибудь отметить встречу. Пока печка не Бульмени, пельмени. Сейчас мы будем кушать. А то что-то эти перекусы в поезде, хотя и мои котлетки положила, там и картошечку. И яйца вареные, которые удачно ушли потом в мусорный контейнер. И сало кусок. А тепло же в поезде, все испортилось. Звонит Серега, так что мы уже, правда, успели с Саньком немножко, больше половины уже ессентукской минералки уже хряпнуть. Ну, все по-простому, как в избе. Немножко Серега едет, все дело сделал. Сейчас перекусим, поужинаем. Заходит. Как-то вот так. Завалил, елки-палки. По-моему, тут уже обожрались уже. Да, Дарина там сына рандеву. Здравствуйте. Еще раз. Это что такое? Что-то тяжелое. А Лента у тебя водит, нет? А? Машину водит? Не, надо его. Это как к столу. Стол, да, это стол. А мы-то думали, блин, а ты что, не приедешь, что ли, Елена? Нет, сегодня не приедет. Да, Где накопал мясо. В общем, Серега принес рыбу, я говорю, что я рыбу что ли не Я узнаю? говорю, нюхай. А это оказывается не рыба. А это, Рыба. А это оказывается мясо. Это мясо. Камчатское мясо. Там его есть. Но креветками пахнет, да, креветками. Он правильно угадал. Только большая креветка, да? Да, это пауки. О, Это наше местное. Ну все, можно пельмени убирать. Так, подожди, чтобы не капало только, давай. Мы уже покакали, да, сейчас что-нибудь? Как-то вот так вот. А то... Привет. Так, куда? Давай, Серег, сюда поближе. Или вот сюда, давай стол поближе. Да, какая разница. Нет, чтобы спина нет, вот так немного вот сюда вот. Вот так вот. Ага. Не, ну этот пакет нельзя убирать, по-любому никак нельзя убирать. А его как сырым так идет, да? Да и надо ножницы нету, бля, и у нас нету. Почему Придется нет? ножом резать-то. Почему нет? Ножницы? Найдем. Есть? Ну, запасный человек, смотри, все. У тебя мультитировое, да? Ну, типа. Учился. А как их чистить? Берешь ножницы, О, как. ножницы вот так вот разрезаешь. И шкуру разрезаешь. Шкуру, ну здесь шкура, А, ну. она это. Это у вас на море, да? Ну да, это крабы. Ну это не у нас, это здесь, это сын. У меня рыбак. И как? На эти типа мордушки, да, ловят? Или... Ну да. Чего? Ага, боевая клешня. О, какая! Да, такой убить можно. Камчатский краб. Камчатский краб. Да. Я даже в магазинах такого не видел у нас. Кстати, пельмени тоже камчатские. Видишь, зубы какие. Клешня. Ага. Шипованная, зимняя. И белые. А, зубы, ну.
Как за палец схватит, мало не покажется. Ну да, силы-то, наверное, хватает, да? Потом сальца порезать. Ты хотел еще, Саша, это? Ну, Сало больше не режу, вот это есть. и Да, больше это ничего не сало, вот Да, сало. вот, да, вот это сало. Вот это надо порезать. Ножницы. на ней не ножницы, но сейчас я ими раскручу. Так, я и не взял, я смотрел на них, но не взял. Ух, слеза, смотри какая. Это у нас ессентуки. А я понимаю, Это- мы не пьем, мы лечимся. Да. Золотые слова. Собрались 3 изготовителя рыбацкого напитка. Сейчас будем дегустировать. Ага. Да я маленько загубил чуть-чуть, ну ничего, пить можно. Там 45 градусов. Да, конечно. Все, что делается своими руками, пить можно. Однозначно. А то, что покупается, это надо еще Приедем, думать. встречу Камчатка вас там тут это, не знаю, как там посоветуют смотреть там, на бухту. На Долгожданная встреча, Серега, помнишь, да? Да. Я не знаю, говорю, когда я попаду на Камчатку, потому что действительно я не знал, вот, когда попаду. Сколько Это, лет? ну, 3 года прошло. 3 будет, вот 2,8 где-то прошло. Да. Это было весной 2020 года. Ну будем. Да, будем. Ладно, за встречу. Ну, наконец-то сбылось за Камчатку. Мягко пьется так хорошо. Питкая. Так, ты хотел. Сделаю. А это Ты же любишь, я знаю. вот, нет, рыбу я любитель, я в рационе у меня каждый день рыба. Вот голец, я не помню, чтобы я его пробовал. Не, вот, так что Соленый пересолеет. первый раз, Это не я делал, это мой дружок там делал. это первый, Насолил его как вот для пива классно, а так соленый. первый раз я буду в жизни пробовать вот гольца. Запах просто чудесный. Пересоленный сильно. Запах чудесный. А мясо янтарное. Если бы соли поменьше, было бы лучше, конечно. Я такой человек, я уже каждый раз говорил, рыбу могу я есть каждый день, она мне не дает. Но мало того, что каждый день могу есть утром, вечером и днем. И она мне не надоест. Особенно вот такая вот. Ну. Да и свежую, если пожарить, тоже она вкусная, тоже как бы. Вот, смотри. Получается. Ну, мороженое чуть-чуть пока еще не растаяло совсем. Первый раз я попробовал креветок в Москве, кстати, в Москве, когда приехали в гости, это 2005 год, наверное, был, раньше креветок не ел. Крабов мы, как бы, получается, едим только крабовые палочки, где крабами даже и не пахнет, получается. Там этот минтай. Геннадий, Да. положи, пожалуйста, рыбу, а возьми вот за эту клешню и Нет, надо первую фалангу. фалангу. Ты не то отрезал. Тут не то. Самое ценное, это в первой фаланге. Ну, Вот это- этих клешнях, Нет, первая фаланга, вот в больших лапах. толстых вот этих. Нет, он там вот лапы длиннее. Нет, ну это пусть Но это качество мяса самое вкусное. Это первая фаланга. Смотри, а цвет какой, действительно, крабовых палочек, типа, да, вот Да, красительных. нет, это где клешни. Вот лапа, вот первая фаланга. Вот первая А, фаланга, вот они? это самое мясо, да. Первая фаланга. Понятно. Не, ну мы-то первый раз видим это дело. Да ты что? Представляешь, я 50 лет жил, я не... Мало того, что краба я не ел, да, я вот даже гольца того не пробовал. Ну, пересоленый голец, так, Нормально. для пива хорошо. Вам щас, вот покажут, это самое вкусное мясо, если что вот кушать. первой фаланги. Вот. Ну, кушать-то все можно, и розет, ну все полностью. Но вот самое вкусное это вот, Да, вот первая фаланга самая ценная, здесь наполнение мяса много. вот так. Только ценное ради этого стоило 2 суток. Вот, это и режется полегче. Да, тут одно мясо. Ну, попробуй, что тут. Не, шикарно, шикарно. Обалденно. Сейчас, наверное, самое интересное, родные нам этого не... Это самое ценное. Сок течет. Родные нам этого не простят. Скажут, сидят, жрут. А нам тут облизывается только, да? Да. Ну, хоть вилку дай, хоть пельмень попробую. Я толком, я еще не ел ни хрена. Я так Вот, я говорю, где утром будем? позавтракал, и это беготня, суета, потом туда, до аэропорта, с аэропорта. Там, короче, масло стекло снизу надо как-то вот с маслом Да, пробовать. пойдет.
Ну что, за краба что ли? Да, обязательно. Ну, Кольца первый раз в жизни попробовал, ну, краба первый раз в жизни. соленый, сколько с пивом. Ничего подобного. Очень хорошо. Я малосолочку люблю все такое. Я рыбу ем в любом виде. Я там холодильнички дома солененькие есть. Присоленые. Так что Холодильник мне нравится, лучше, чем селедка. Да? Соленый холодильник с картошечкой. малосольный, да. Ну, Только у вас, наверное, этот сибирский длинным пером, да? ну, длинный пирог. А у нас, увидишь, европейский Круглый, там- круглый. Вот такой, друзья, замечательный рассвет. Первый рассвет на Камчатке. Доброе утро, Камчатка! Встречает нас. Скоро поднимется солнце, начало светать. Только-только вот начало. А время у нас по камчатскому времени 7 часов, 8 часов 11 минут. Получается, где-то в 9 часу здесь начинает светать. У нас завтрак уже, можно сказать, прошел. Как вы думаете, что едим? Камчатскую рыбу едим. Вот 2 кусочка осталось, 2 хвостов. Краба уже уничтожили, пельмени съели. Сейчас немножко чайковского с кожечками. И все, ждем Сергея. Сергей уже скоро должен подъехать. Все прекрасно. Вчера где-то посидели до, грубо говоря, до Серегой, наверное, до 12, потом до половины первого, грубо до часу. 6 часов подъем, ни в одном глазу. Чудо напиток. Продегустировали все напитки. И мой рыбацкий, и Санин рыбацкий, и Серегин рыбацкий, короче, все напитки были продегустированы. И ничего, эффект нормальный. Так что, Причем в количестве. да, так что госприемку напитки прошли. Доброе камчатское утро наступило. Значит, впереди нас ожидает день полный впечатлений, полный новых впечатлений, самое интересное, и ожиданий. Мы просто предвкушение, ожидания всего Еще прекрасного. новую природу. Так что все впереди, друзья, все впереди.
Собачина моя. А, собачина. Страшная бородатая собачина. Да, сейчас отъедем маленько, потом ты пописишь. Остановимся, где там пробка будет, по лесу побегать. Да. Собаки там бегают, да? Дорога длинная. Ну, вот ты бы погулял. Зашли в кафешку «Пирожковый рай». Пирожки, конечно, здесь камчатские, крупные. Надо было заснять. Надо было заснять, какие, да, крупные пирожки. Съел, в общем, пирожок с мясом один. И наелся, мне кажется, на целый день. Еле-еле доел, но доел. Попили чаю, перекусили. И все, дальше. Дальше будем ехать. Сколько километров еще? 500? 400, да? Мы столько 100 проехали. Еще 480. И вот на такие вот забереги, да? Не, мы не будем. Мы на лодке поедем, плавежом. Спиннинг покидаем. Нет, на спиннингов куча. Надо посмотреть, что там включак еще вначале. Ну, здесь не холоднее, чем включак. Там, наверное, будет не больше. Да, Сань, где ты еще такую пищу покушаешь? Помидоры за 800 точно нигде. И огурцы за 700. Нормально. Точно я не поем. Зато такое ты в Москве в магазине точно не купишь, такую рыбу. И крабиков нет. И крабиков не купишь, и вот это не купишь, и вот это загадочное блюдо не купишь. Ничего не
купишь. И от нервочки тоже ромаскира нету, не знаю. Кита-то есть точно, а нервочки нет, наверное. Вкусняшка. Ну, еще к месту рыбалки мы не доехали, но главное уже почти доехали, почти до места. Мне жена сегодня прикалывается же. Так долго, ты, говорит, еще до места рыбалки не собирал. 4-й день едешь. 4-й, да? 4-й я 14-го с дома уехал, получается, 14-15 на поезде, 16-15 на самолете, 14-15, 16 сегодня 17. Ну тут, учитывая еще переход времени, получается, и все такое. Ну да. Главное, добрались. Так что помните, сейчас вот посмотрели, да, был ролик у Сергея «Берега», короткий ролик, где с Еленой вот здесь вот, да, вы сидели, получается? Да. С Леной сидели, и, как бы сказать, эфир был, Сергей сделал красиво, я в избушке, Сергей с Леной здесь, и мы поднимали вот так же вот бокалы, и не сказать, ну, типа мечтали, вот, я говорил, вот, дай Бог, когда-нибудь встретимся. Случилось, свершилось. Наконец-то это случилось. Я очень и очень этому рад. Очень рад. И даже сам не верил, что такое случится. Ну получилось. Как мы видим, мы здесь. И это главное. Все-таки мечты сбываются. Во что бы то ни было, надо мечте верить. Правильно. И за это надо, друзья, выпить. Да. Обязательно. Обязательно за это надо выпить. Мы здесь. И это главное. Будем здоровы. И спасибо, Камчатка, за ваши виды. Я сегодня насмотрелся. Если бы я не родился в Республике Коми, я бы, наверное, родился на Камчатке. Все доброе. Быть добру. Быть добру, ребят. Рыбацкий напиток. 45. Ну, приступаем к дегустации камчатских деликатесов. Если кому-то соль надо, Спинку взял. скажите. Рыбалка — это не только вылов рыбы, но и употребление. Ага, головы. Берите голову. Вкусняшка. Хорящий-то. Мне осталось еще поймать хоть одну рыбу самому. Я буду самый счастливый человек. Если мне получится вытащить хотя бы одну рыбу. Да, куда ты денешься, блин? Где ну ты кусочек шуршек. Там так засосет, как ты первый, что захочется потом не то, что одну, а не 100. Дай Бог. Когда леска в руках звенит и трещит. И адреналин поднимается, и тогда уже хочется еще адреналина, еще хочется. Конечно, я знаю, что такое. Откуда? Все очень... Сама рыбачка. Пока еще не выключил камеру, Сергей положил на стол блюдо-загадку. Я говорю, это что? Ну это, говорит, то-то, вот это. Какая рыба? Это, говорит, такая-то рыба. Это, говорит, что? Это, говорит, то-то. Я говорю, а вот это что? Вот это блюдо. Я сама даже не знаю, что это. Понюхал? Пахнет копченостью. Он говорит, копченостью. Я говорю, а вот, говорит, угадайте. Вот сейчас попробуем угадать. Я, наверное, такое еще не ел, да, не пробовал. Не знаю, Да я сама, наверное, не ела ел. такое. Я думаю, что это икра Какая? этого, Нет. атлантическая. Нет. от этого. Это сало чье-то. Попробуй. Дельфин. Это сало. Это А, сало. вкусное. Попробуй. Угадайте. Угадайте, чье сало, да? Да, что сало? А, ну это вопрос, конечно, интересный. Даже не могу сказать. Это от рыбы какой-то. Ну, от рыбы. От пула. Нет, не от рыбы. Не. Не от рыбы. Где же сало? Это медвежье сало. Да. Первый раз в жизни ел. Я тут Надо бы лапу приготовить. Ну, лапа еще все впереди. А ну лапу приготовил. Нет. Где лапу? Я вот- Ел как где я- лапу? Ел как где лапу? Я
Вот такая. Сергей, я хотел сказать медвежье, но я Ты же думаю... ел, ты Нет. должен был есть, по-любому. Сала нет. Это сама найди. Так, ладно, друзья, Нет уже указаний. вечер обещает быть вкусным, Вот я потом уже не вечер буду. обещает быть приятным, вечер обещает быть долгим и не будет тратить время ваше и наше. Короче, пока выключаемся. Завтра у нас сейчас за бортом температура минус 7 градусов, но завтра будет холоднее, да? Обещали 23. 29. Ох, резко какое-то похолодание. У нас на родине созванивались 27 сейчас минус. Ух ты. Да, речка, скорее всего, уже встала. Речка, скорее всего, уже, по крайней мере, озера, первый лед уже, наверное, открыл народ. Ничего страшного. Мы свое успеем, мы свое возьмем, как говорится. Так что завтра у нас запланирован уже, скорее всего, выезд. Посмотрим, как, что и как будет. Ну, а дальше Так на все лодке все-таки, да? увидим. Посмотрим завтра, что-то мне кажется, из 20 речку Мелко не слишком. хватило. Мелко вообще эту воды не помню. Будет. Все бревна, ты видела? Видела. Вообще вот, все да. вылезло, вообще воды нет в речке. Я так Я посмотрела, охренеть, удивилась. бля. Сейчас каменское течение не будет ни хера. Ну на воздушке-то нормально как. Да воздушке-то похеру, блядь. Сейчас помнишь, как в прошлом году было, Поняла тебя. Течения нету, близко. Воды вообще нету, еще повысыхало. Помнишь как? Вот. Опять Никуда такое. не проедешь. В общем, будет Да надо день, ехать похеру, блядь. надо. будет пища. И утро, и вечером мудренее. Все будет завтра, все увидим. А если мы увидим, значит увидите это и вы, дорогие наши друзья. Если мы здесь, значит рыбалка будет. Обязательно будет. Так что Оптимист Гена, до молодец. завтра. До завтра. Все будет завтра. Ну и завтра и рассказываем, что у нас и было, и как это было. Ну да, до завтра.